Здравствуйте, дорогие наши телезрители. Мы продолжаем буддийский путь. В Туве проходят замечательные мероприятия делегации монастыря Дрипунго Манг, которые прибыли в нашу республику 4 ноября. И в течение 30 дней они проводят утренние и вечерние молебны в Хуресе Черлинг и в разных местах в городе Кызыле. Главой этой делегации является Хентрул Ринпоче. Он из прошлой жизни был настоятелем тантрического монастыря Гюдмет. И вместе с ним приехали 3 высококвалифицированных геше, доктора буддийской философии. Одним из них является Кунзат, это солист песнопения. Также с ними приехал доктор тибетской медицины, и он проводит прием пациентов в Хуресе Черлинг в цокольном этаже. И в течение всех этих дней казахчане и жители нашей республики ознакомились с лекциями Хентрул Ринпоче, который переводил Монгуш Чамбалпашке, и Хентрул Ринпоче комментировал 2 текста. Первый текст называется «Основа всех достоинств» Йонтен Шигурма, и второй текст — это 8 строф тренировки ума. И первый текст Йонтен Шигурма был написан давным-давно, и этот текст связан с обращением учителю Дже Цомкапи, который жил в XIV веке, и он является основателем и реформатором тибетского буддизма, основатель школы Гелукпа Сарых Сажин. И это направление, оно распространилось в Монголии и в Туве. Дже Цомкапа написал труд «Большое руководство по пути к пробуждению» Ламрим Ченмо. И самый краткий вариант и обращение к Дже Цомкапе является текст Йонтен Шигурма. Первые 2 шлоки текста 8 строф тренировки ума направлены на понимание драгоценной человеческой жизни, о том, что очень трудно приобрести это человеческое рождение, и что нужно направить это рождение в благое русло, чтобы накапливать добрые дела и знания. И самое главное знание — это понимание взаимосвязанности всех элементов. 8 строф тренировки ума — это текст написал Геше Лангри Тахпа. Он жил в 1054 и 1123 годах. И этот текст, он разделяется на 8 шлок. И первая шлока означает почитание других как драгоценных камней, исполняющих желания. Вторая шлока — это возношение других, чем самого себя. Третья шлока — это узнавание отрицательных мыслей и эмоций, умение предотвращать негативные состояния ума. 4-я шлока означает терпеливое отношение к вредоносным людям, как будто мы нашли редкое сокровище, которое нужно оберегать. 5-я шлока означает преподношение побед другим и принятие проигрыша и неудач. 6-я шлока — это принятие врагов как учителей. 7-я шлока — принятие страданий всех матерей. И 8-я шлока — это отказ от 8 мирских дхарм, чтобы освободиться от бремени привязанности. И когда слушаешь эти учения, эти тексты от реализованного учителя, практически происходит передача этого текста, устная передача, которая называется лум. И с принятием этой передачи человек уже ежедневно, прочитывая эти тексты, может хорошо понимать эти смыслы, потому что учителя, они дословно и очень глубоко объясняют, комментируют смысл этого текста.
Далее ежедневно в Хуресе Черлинг в 9 часов проходят утренние молебны, которые посвящены к Палден Хамо. Палден Хамо — это гневное проявление божества Сарасвати, а Сарасвати — это божество, которое развивает талант, культуру и творчество человека. И Палден Хамо — это защитница тех людей, которые практикуют дхарму, учение Будды, и она является защитницей учения Будды или буддизма в Тибете. Вечером с 8-6 часов проходят вечерние молебны, и профессиональные монахи, посвященные монахи, они проводят эти сложные ритуалы в очищении негативной кармы, очищении пространства, призвании удачи, богатства и всех материальных благ. И когда человек находится в этих ритуалах, очищаются негативные поступки из прошлых жизней, все те проблемы и трудности, которые возникают в этой жизни. И человек идет по пути, чтобы реализовать не только свои мечты, цели, а также принести пользу всему народу, обществу и людям. И когда у человека настроена мотивация на благо всех живых существ, исполняются все его пожелания, благопожелания. И ежедневно монахи проводят ритуал сежим, золотой напиток, чтобы устранить все те трудности в достижении целей. С 17 по 21 ноября делегация монастыря Дрепунгоманг посетит западные Кажуны, и с 17 ноября они проводят ритуалы в городе Чадан, в Цюткольском Кажуне. Далее 18-19 ноября проведут мощнейшие ритуалы в Байтангельском Кажуне. 19 ноября пройдет огненная пуджа Чензрик, где будут возжигать можжевельники и другие яства как знак почитания к божеству Ямантаки. 20-го будет открытие буддийского храма в городе Актаурак, и монахи, они благословят этот храм. И далее 22 ноября продолжится программа мероприятий в Хуресе Черлинг, и с 9 часов продолжатся молебны, и вечером в 5 часов завершится заключительная лекция Хентол Ринпоче, и проведут последние ритуалы. 23 ноября монахи отдыхают, и 24 ноября это будет завершающий день их программы пребывания в нашей республике. После этого они уедут в Москву и направятся в монастырь Дрепунгоманг в Индию. И благодаря поддержке Управления Камбаламы Республики Тыва, 9-го Камбаламы Республики Тыва Гелек Нацик Торжу удачно и благополучно завершаются эти драгоценные встречи, лекции, молебны, ритуалы. И местное население, тувинцы, они как можно больше посещают эти мероприятия. И буквально вчера-позавчера, 15 ноября, прошел великий праздник Хабаб-Дючен. Это снисхождение Будды Шакьямуни из 33 божеств Тушиты. И этот праздник связан с благодарением всех матерей. Если бы не наши матери, то
Благодаря их любви и заботе, благодаря их состраданию мы живем в этом мире. И даже Будда благодарил свою мать, даруя ей учение, чтобы спасти ее от бытия. Поэтому приглашаем вас посетить Сечалин-Кюре и поприсутствовать на последних днях всех мероприятий делегации Дрепунго Манг. Спасибо вам большое, до свидания.